В эфире «Актуальное интервью». Говорить мы будем о коронавирусе в Якутии с министром здравоохранения республики Еленой Борисовой. Елена Афраимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как учреждения здравоохранения республики подготовлены к борьбе с коронавирусной инфекцией? Республика начала свою подготовку еще в феврале месяце. Мы сделали большую работу по профилированию коечного фонда. Сегодня у нас дополнительно развернуто 485 коек, которые будут задействованы под ковид-инфекцию. Они развернуты во всех районах, обеспечены по стандарту, который нам рекомендует сегодня Российская Федерация. Мы подготовили специалистов, предложили им пройти дистанционные циклы, которые нам рекомендовал Минздрав России. Причем сегодня мы не делим специалистов на кардиологов, пульмонологов, хирургов. Каждый медицинский работник должен знать, как действовать в случае ковид-инфекции. Это касается и противоэпидемических мероприятий, и лечения. А какой прогноз по темпам распространения инфекции? К чему медики готовятся? Медики сегодня на страже нашего здоровья, но что бы мы ни делали, без помощи нашего населения побороть эту инфекцию, к сожалению, нам одним не удастся. И прогноз будет зависеть от тех действий, которые будут выполнять наши жители. То, что рекомендует Владимир Владимирович Путин, Арсений Сергеевич Николаев, то, что мы просим вас, медики, пожалуйста, оставайтесь дома, и тогда возможность побороть эту инфекцию будет намного быстрее реализована. А насколько мы имеем уже сегодня неблагоприятный опыт, когда у нас люди, не исполняющие необходимые меры по самоизоляции, привели к закрытию целого города в нашей республике. А насколько будут увеличены койко-места в больницах, в обсерваторах и на базе чего они будут создаваться? Но если мы возьмем город Якут, к примеру, у нас по нормативу сегодня в городе, по тем расчетам, которые рекомендованы Российской Федерации, должно быть 135 коек. Мы понимаем, что сегодня в том числе и меняется ситуация по природно-климатическим условиям, что мы опять переходим на функцию больше привоза пациентов в центральные города, потому что у нас исчезают сами дороги. Поэтому мы вынуждены расширить коечный фонд, в том числе в городе Якутске, это вот 350 коек. Вы все прекрасно знаете отделение инфекционное, детской инфекции, так называемые корпуса 3 и 4 Якутской республиканской клинической больницы. Вот они сегодня все задействованы в стационар для ковид. При этом мне хотелось бы подчеркнуть, что вся другая соматическая помощь, она оказывается в том же самом объеме, за исключением плановых пациентов. Мы просто переформатировали здание, перенаправили потоки, изменили маршрутизацию. А было ли выполнено поручение Владимира Путина по закупке аппаратов ИВЛ? И сколько их сегодня в республике насчитывается? Сегодня у нас изначально было 351 аппарат ИВЛ. Они рассредоточены по всем нашим нацрегам. Дополнительная потребность, которая сегодня требуется, это 47 аппаратов. Мы подавали заявку также в феврале месяце. Учитывая то, что в стране сегодня, конечно, есть сложность с производственными мощностями, вы знаете, что все границы закрыты, а оборудование чаще всего иностранного производства. Есть некий дефицит, который сложился и по оборудованию, забегая вперед индивидуальной защиты в нашей стране, как, наверное, во всем мире. Сегодня мы понимаем, что Министерство здравоохранения ставит приоритеты и оснащает в первую очередь те регионы, которые, слово такое есть, горят. Мы сегодня ниже, чем 60-я позиция. Буквально до конца апреля у нас поступит 12 аппаратов. Но надо сказать большое спасибо нашим спонсорам, производственникам, бизнесу, которые дали нам
возможность закупить дополнительно 26 аппаратов ПВЛ за счет собственных средств. Они уже начинают поступать в республику. В частности, 6 аппаратов ПВЛ сегодня доставлены уже в Молдавию. А хватает ли медперсонала в инфекционных отделениях, в обсерваторах? Значит, отмечу, что кадровые ресурсы нашей республики достаточно мощные, обеспеченность врачами у нас всегда была высока. Что касается инфекционных специалистов, у нас их свыше 50 человек. Но, как я уже говорила, мы сегодня стираем границы, и к лечению может приступить абсолютно любой человек. И если мы рассматриваем именно состав врачебный, среднего медицинского персонала, то пока на ту ситуацию, которую мы прогнозируем, ресурсы у нас кадровые в том числе имеются. Ранее президент Владимир Путин распорядился с апреля установить федеральную выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Я напомню, врачам там полагается дополнительная выплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу 50 тысяч и младшему 25. Вот как медики отреагировали на эти меры поддержки? Медики, конечно, да, радостно отметили эту поддержку, очень приятно ее ощущать, особенно от президента страны, от Элберхана. Но надо сказать, что медики работают не за деньги. Медики работают ради призвания, ради своего профессионального долга. То, что их оценивают как руководитель нашей страны, нашей республики, это, конечно, очень отрадно. Мы благодарим за эту поддержку. А какое самочувствие у больных COVID-19? Есть ли тяжелые случаи? Сегодня у нас одна пациентка действительно в тяжелом состоянии, она находится на ИВЛ-аппарате. Остальные на текущую дату удовлетворительным, либо в средней степени тяжести заболевания. Но ковид опасен тем, что он как раз является абсолютно бессимптомным течением заболевания. И этот период от легкой до тяжелой степени, он буквально в считанные часы меняет позицию. А планируется ли вот массовое тестирование на наличие вируса? Мы стремимся к этому. Буквально мы 24 марта открыли первую лабораторию, когда Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзора Российской Федерации разрешили делать тесты в медицинских организациях, а не в структурах Роспотребнадзора. Начинали мы с 24 исследований в сутки. Сегодня это уже почти 1000 исследований. Мы наращиваем свои мощности. И если будет такая потребность, после того, как мы закроем тот круг лиц, который сегодня необходимо проверять, возможно, мы выйдем и на сплошное тестирование населения. А вот программу якутской IT-компании, которая позволяет выявлять пневмонию коронавирусную на основе снимков компьютерной томографии, ее уже использовали на практике? Мы ее проводим в тестовом режиме. Конечно, сегодня мы привлекаем искусственный интеллект, мы давно по этому принципу работаем, в том числе определяя другие заболевания онкологического, туберкулезного профиля. Мы надеемся, что вот этот прорыв наших молодых ученых, молодых пытливых умов, он даст нам результат. Но мы IT-технологии сегодня используем и в других аспектах. В частности, мы очень резко усилили телемедицинские консультации. У нас есть сегодня создан ресурс, который позволяет заниматься самоконтролем в нашей программе «Медсеть». Вы, если помните, мы ее запустили буквально тоже в начале марта, и она сегодня очень популярна. И если сравнивать, то если в прошлом году телемедицинских консультаций было чуть больше 2000 за этот период времени, то здесь мы за 3 недели активной работы получили уже свыше 3500 консультаций телемедицинских исследований, скажем так, обращений. А вот как сегодня получить дистанционные медицинские услуги? Каким образом? Как обычно, мы звоним в поликлинику, поликлиника нас записывает к врачу,
Только вы не приходите, а дистанционно консультируете. Елена Фраимовна, спасибо большое за беседу. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.